Слова гимна, прославляющие малую родину, в Чеченской Республике знает наизусть каждый малыш. Дошколята поют песни о родной Чечне, не сломившейся под тяжестью обстоятельств, выстоявшей и возродившейся. Чечня – начало 2000-х годов. В республике не функционирует ни один детский сад. Разрушены войной практически все здания, а те, что еще уцелели, заняты федеральными войсками. В таких сложных условиях Ахмад Хаджи Кадыров говорит о необходимости введения в строй дошкольных учреждений. Спустя годы можно смело сказать, что благодаря его решительным действиям сегодня работа системы дошкольного образования Чеченской Республики является одной из самых продуктивных в стране. Здесь все как в сказке, как в стране чудес. Моря и горы, реки, водопады. Здесь все, к чему мы в жизни очень рады. 226 садов ежедневно посещают 40 тысяч малышей. Для них созданы самые лучшие условия. Оборудование спортивных и тренажерных залов, игровых и спальных комнат соответствует всем современным требованиям. Для детишек, имеющих проблемы со здоровьем, создаются специальные коррекционные группы, где с ними работают квалифицированные логопеды и дефектологи. Дошкольное образование мел мехалью бер қиетош қиорях духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения богш от вайбеш вож балтях угр халхар да дошкольное образование дуйхоша бер детский сад дин қиета деш юх школе да хуч иш да хой қиетош қиодеш дуй шин худела угр халха бери баш бахмад айоли тачи бахна болисо. Это сегодня мы говорим о соблюдении правил и норм Санпина, а в начале 2000-х годов в школах мечтали об окнах и дверях, о буржуйках, которые согревали бы разбитые войной помещения. Вопреки всем предстоящим сложностям, Ахмад Хаджи Кадыров подписывает указ о деятельности Министерства образования. Учебный процесс начинает налаживаться. Сегодня мы говорим о неурочной деятельности, что в школах изучались иностранные языки. А тогда бы этого не было. Но Ахмад Хаджи Кадыров как бы все это предвидел и говорил, что без школы, без образования нет будущего. И прямо с первых дней, практически, можно сказать, вот, люди просто поверили Ахмад Хаджи Кадырову. И вот благодаря его такому личному авторитету наши учителя пошли в школу. Первый президент Чечни, герой России Ахмад Хаджи Кадыров видел развитие образования в новых школах и профессиональных педагогах. Благодаря его начинаниям сегодня в республике функционирует 450 общеобразовательных школ, 3 вуза и 5 коррекционных школ-интернатов. Одной из заслуг Ахмада Хаджи Кадырова является и его непосредственное участие в выделении мест для обучения чеченской молодежи в вузах России. Сегодня наши студенты обучаются за рубежом благодаря специальной образовательной программе, которую поддерживает глава республики Рамзан Кадыров. Особое внимание сегодня в сфере образования уделяет нынешний глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. То есть практически любой вопрос, касающийся сферы образования, пусть это будет вопрос обеспечения материально-технической базы, обеспечения книгами, это сегодня 100% решается. Лучшая мотивация – это личный пример, считал Ахмад Хаджи. На деле он показывал, как нужно работать. Развитие сельского хозяйства он определил одним из приоритетных направлений. Сегодня в республике наблюдается устойчивый рост сельхозпроизводства. Прирост наблюдается и в производстве мяса, птицы и говядины. Проделана большая работа в восстановлении садоводства. В Чечне успешно реализуются программы «Сады Чечни», «Устойчивое развитие села», «Начинающий фермер». Их реализация способствует росту экономики и увеличению производства собственной продукции. Начинание дедушки сегодня подхватили и внуки. У них одна печень на двоих. Своим благополучным исцелением Эльза Гаюрбекова обязана младшему брату и Министерству здравоохранения, которое выделило ей квоту на бесценную операцию. За один день Проблемы со здоровьем у молодой женщины начались еще до появления на свет маленькой Ашуры. В этот период времени она находилась на лечении в московской клинике. Меня направили с Сеченова. Где-то 2 месяца я там тягайланг сошимбата.
يوها سؤالي الخانتقات استغلودي قو اشتنسودي تباخي تونا سينسر قد عدو اشتغل تو пересадка цейжу кардат царила. Вопрос поиска подходящего донора в семье решили быстро. Bakın donor viz elçedese işte hinsal sicri bilen ortak vejerşen it vaşval viz ortak şu şevol şu elramzans. Из-за сразу буквально в течение недели и собраться один наборожа. Сегодня жизни многодетной мамы уже ничего не угрожает. Однако без слез эту историю болезни родственники не могут рассказывать и сейчас. Мама Эльзы Петимат рассказывает, что 16 томительных часов ожидания она провела у дверей операционной. Медики одновременно провели трансплантацию части печени ее младшего сына Рамзана, а затем пересадили ее Эльзе. Для этого посменно работали 10 бригад врачей. Возможность получить высококвалифицированную помощь сегодня может каждый житель республики. При необходимости Минздрав выделяет квоты для лечения как в стране, так и за ее пределами. Ахмад Хаджи всегда беспокоился за здоровье нации нашей республики, и даже вот те люди, которым необходимо было в то время помощь за пределами республики, всегда он меня поручал, и мы отправляли за пределы республики. Если у нас раньше не было ни специализированной медицинской помощи, ни высокотехнологической медицинской помощи, сегодня мы получили федеральные лицензии на эти виды помощи. Благодаря той основе, которую заложил Ахмад Хаджи Кадыров, в Чеченской Республике сегодня могут мирно проживать представители разных национальностей и конфессий. Защиту со стороны государства ощущают пожилые и немощные люди. Неторопливые старики, суетливые продавцы и суровые полицейские сегодня прославляют человека, подарившего республике новую жизнь. За минувшие годы о герое России Ахмаде Хаджи Кадырове были написаны книги. Его имя носят улицы, военные подразделения, студенческие стипендии, благотворительный фонд. Сегодня почти все, что он задумал, живет. Дело отца продолжает сын и его команда. Команда Кадырова. Дагмара Касаева, Ильяс Якубов и Жамлейл Хаджалиев. Новости.